Заместитель полномочного представителя президента России в ЦФО Мурат Зязиков сегодня посетил наш регион. Вместе с губернатором он провел прием граждан по личным вопросам. Формат общения – видеоконференция. К заместителю полпреда обратились жители Ливенского и Должанского районов. Одна из озвученных проблем – необходимое строительство новой газовой котельной в Алексеевской школе. Сюжет об этом в эфире нашего телеканала был в конце мая. Котельная Алексеевской школы за прошлый сезон поглотила 70 тонн угля и 500 тысяч рублей. Стоимость котельной у нас 7 миллионов. Эта школа довольно-таки перспективная, несмотря на то, что у нее учатся мало учеников на сегодняшний момент. Школа общеобразовательная, здесь 3 населенных пункта, из которых собираются все ребятишки. Здесь надо будет изыскать чуть больше 7 миллионов рублей. Я думаю, что мы найдем это из резервного фонда, что-нибудь придумаем. И планируйте так, чтобы она была не вот у нас попала 1 октября 2015 года, а 1 сентября. К началу учебного года следующего, чтобы у нас она была котельная построена. Собеседники Мурата Зязикова говорили о проблеме строительства дорог, решении жилищных вопросов. Конкретные сроки исполнения назывались тут же. Заместитель полпреда отметил, что Орловская область – одна из немногих, где выполняются принятые решения без проволочек и волокиты. Имеется в виду вот этот год весь. Сначала говорят, там такая бравада, все сделаем, тем более там поручение президента, а потом начинаются вот эти вот, знаете, вот такие маневры. Вот, маневры, да, такая балалайка такая. Вот. А вы знаете, у нас там не сложилось, там парламент не так собрался, что-то еще. Здесь этого нет. Это и неприемлемо, потому что когда есть. Но здесь этого нет, здесь четко. Значит, есть сроки исполнения, вопрос проработан и вопрос решен. Люди знают об этом, и люди обращаются в приемную президента. Соответственно, для нас это неукоснительное исполнение, потому что приезд Мурата Магомедовича, заместитель полномочного представителя Беглова Александра Дмитриевича, то есть для нас это такой определенный толчок для власти в обязательном исполнении. Мы это выполним в любом случае, мы это выполним. Сроки можем даже подсократить. Чуть больше месяца потребовалось, чтобы решить жилищный вопрос бывшей воспитанницы интерната Ольги Куприной. Сегодня она снова пришла на прием к Мурату Зязикову, чтобы сказать спасибо за помощь. Представитель президента вручил ей подарок – бытовую технику.